Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Август. Какие сюрпризы и неожиданности ждать от судьбы в этом месяце? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, намерениях, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие сюрпризы и неожиданности ждать от судьбы в этом месяце? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, каким будет для вас август. Какие сюрпризы и неожиданности вам стоит ждать от судьбы. Так, август, конечно, месяц перемен. Перемен в хорошем смысле этого слова. Все перемены качественные, продуктивные. Я торопливым. Вы будете больше, как знаете, человек, который не торопится что-то делать, да, а человек, который собирает результат, получает заслуженное, да, вот как будто бы награда вам идет. Причем награда и заслуженная вы можете получить и получите, да, не только от каких-то больших глобальных проектов, но от каких-то маленьких дел, желаний, хотелочек. То есть здесь я вижу, человек наслаждается жизнью, наслаждается тем, что он делает, и тем, куда вышла его жизнь, да, во что ваша жизнь влилась, либо вылилась, кому как лучше. Но я вижу, что человек доволен всем, тем, как случилось, тем, как сложилось, тем, как распорядилась судьба его состоятельностью, его близкими, его здоровьем, тем, что ему дали, тем, что ему пришло. Здесь человек самодостаточный и самообеспеченный, довольный тем, что у него есть. Да, я вижу, что вам придется, то есть в руки, конечно, падать не будет, вам придется ходить, да, как говорится, собирать эти яблочки, урожай свой собирать, но тем не менее вы будете это делать с удовольствием, вы будете делать это для себя. А для тех, кто планировал поездки очень успешные, удачные, но смотрите, вот дорога будет легкой, дорога будет простой, дорога будет гладкой, да, но дело, по которому вы, например, поедете, если это будет деловая поездка, оно может быть не совсем будет в том ключе, в котором вы хотели. То есть вы едете по вопросам бизнеса, да, либо по каким-то финансовым вопросам, с вами случается любовь, да, либо там вам предлагают любовь, предлагают отношения. Кстати, у многих в поездках возникновение идет каких-то романов очень таких жарких, страстных, любовных романов. Кто-то примет, кто-то откажется, но тем не менее, знаете, как будто бы вот настроение ваше от этого улучшается. Понимание того, что я нужный, важный человек, которого могут и любить, и желать, скажем так, да, правду скажем, окрыляет. Хорошее настроение, позитив. Вы знаете, как будто бы вы вот прям до этого момента, до августа, как будто бы вы в какие-то стены головой бились. И не получалось, да, то там было закрыто, то там вас не пускали. И вот вы бились, да, и как впустую. Вот август — месяц перемен, когда в вашей жизни действительно начнутся серьезные глобальные перемены, когда вы начнете выходить из этого состояния, да, когда кажется, что все, ручки опускаются. Нет, у вас наоборот, у вас будет надежда, у вас будут зажигаться над вашей головой звезды, вы будете идти вперед, 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 дальше, дальше, выше. Такой момент идет. Очень хорошее состояние, и я желаю, конечно, чтобы оно у вас длилось просто до бесконечности. Вы знаете, в августе все дела, вернее, которые вы начнете в августе, будут очень успешными. Если вы желаете каких-то серьезных перемен, то вот прям в августе и начинайте. Середина августа вообще какое-то идеальное время для вас, время мечты, время исполнения. Вот прям, не знаю, там дотронься до
растение, оно раз там и распустится. То есть какое-то вот прям волшебство будет происходить. Все самые важные вопросы, дела именно на середину августа оставляйте. Вот где-то с числа там 12-15. Понимаете, что там вот, как говорится, попрет. Еще для тех, кто занят какой-то вот судебной деятельностью, у кого там суды, выяснения, прояснения, мои дорогие, я вижу, что у вас здесь идет развенчание каких-то мифов. Здесь у вас падут какие-то, может быть, путы. Здесь выяснится истинная причина какого-то дела, либо ситуации, либо подоплека истинная. Да? Вот какая-то тайна вскроется. Будьте внимательны, понимайте, что это ваш ключ к вашей победе. Не упустите этот момент, воспользуйтесь этой ситуацией, воспользуйтесь полученной информацией и знайте, что она для вас очень важна, очень нужна и принесет вам достижение, получение. Для тех, кто что-то будет покупать, тут могут быть покупки, достаточно крупные покупки. Кстати, могут быть еще и подарки достаточно крупные. Ну, во-первых, я вижу, что все, что будет куплено, подарено в августе, оно будет очень хорошего качества, оно будет для вас хорошо в энергетическом, да, хорошо в энергетическом плане. Вас эти все подарки, покупки будут очень радовать, будут очень-очень для вас полезны. Но постарайтесь так, чтобы не потратиться прямо в ноль, не выйти. Потому что вот деньги потраченные, особенно в последней половине месяца, они навряд ли к вам потом быстро так вернутся. Поэтому всегда оставляйте себе маленький запас и понимайте, что вам эти денежки еще будут очень-очень нужны. Дальше. В отношениях, в любви. Здесь те, кто на расстоянии, к сожалению, вот какое-то расстояние, вот тоска, переживание еще сохраняется. Вас судьба не пускает как бы в пару, в отношения, чтобы вы скорее вот сошлись. У вас может быть встреча, но встреча какого-то формата, либо случайная встреча, да, вот там несколько дней, часов, либо вот, ну, встреча там в видеоформате, да, вот как-то так идет скудненько у вас по встречам. Знаете, что это все во благо. Вас как будто высшие силы проверяют на прочность ваших чувств, на взаимность, на желание быть вместе. То есть интернет-романы и люди, которые любят друг друга, но они на расстоянии, да, например, там муж на вахте, либо человек в командировке длительной, это все идет во благо, что вы прям так соскучились конкретненько друг по другу, а потом уже сошлись уже в вечной своей любви. И знаете, что было желание у вас никогда не расставаться. Вот об этом думайте. Так, еще, смотрите, все дела в августе старайтесь делать сами, либо при своем каком-то жестком контроле, потому что есть какая-то возможность потери информации, потери документов. Да, это будет сторонними людьми, третьими людьми, но тем не менее. То есть, да, если вы контролируете, вы четко понимаете, что процесс идет, и процесс идет в правильном направлении. Если где-то вы немножечко контроль свой убавили, то люди могут расслабляться, там, включать на авось, да, на обум, и, соответственно, результат будет плачевный. И уже этот результат будет, извините, ваш. То есть, если вы хотите, чтобы все было гладко, без сучка, без задоринки, все контролируйте, все проверяйте. Так, для тех, кто в паре, в браке, в отношениях, у вас, мои дорогие, время любви. Я не знаю, как это вам правильно описать, но я вижу здесь по вот этому голубю, видите, такой голубь у вас идет, который летит в ваш дом. Он несет в ваш дом счастье, он несет в ваш дом любовь, удовольствие, радость. Здесь, знаете, здесь будет какой-то прям такой романтик, как будто бы медовый месяц у вас начнется. Возможно, вы поедете в отпуск долгожданный, какая-то поездка, состояние вдвоем, может быть, на дачу выберетесь. То есть два человека наслаждаются своей жизнью, наслаждаются друг другом и любовью. Знаете, вот прям такой порыв к страсти, к эмоциям. Кстати, по этому голубю может наступить и беременность, мои милые. Так что, если вы хотели, планировали, надеялись, как раз прекрасное время, чтобы зачать замечательнейшего ребеночка, который будет и красивый, и здоровый, и осуществит вашу мечту стать родителями. Ну, а если не планируете, ну, тогда принимайте меры к этому. Надеюсь, все взрослые люди, да, никому ничего рассказывать про это не нужно. Дальше у вас главное вышел ключ. Ключ, который открывает многие двери. В августе действительно перед вами откроется очень много дверей, очень много возможностей, шансов. Не упустите. Знаете, вот будет у вас такой период времени,
когда вы будете идти, и вот буквально, в буквальном смысле, к чему вы будете прикасаться, будет на ваших глазах расцветать, превращаться в золото, в бриллианты, в какие-то вот одобрения, да, все двери будут открыты, все возможности будут перед вами, а вы уж будете сидеть и выбирать, куда пойти, на что глаз положить. Но я вижу, что вы будете больше, конечно, сосредоточены на себе, на своей личной жизни, кто-то на отдыхе, кто-то на любви, кто-то на каком-то вот внутреннем, да, внутреннем состоянии выхода из какого-то кризиса. Но, мои дорогие, конечно же, собой заниматься нужно, и любимыми людьми нужно заниматься, но не щелкайте, пожалуйста, да, и принимайте все то, что вам идет. Пусть вы не сможете использовать это сейчас, но в будущем это вам пригодится. То есть все, что в ваши рученьки попадет, что все, что под ваши ноженьки упадет, все берите, принимайте и складывайте в кладовочку, корзиночку, в загажничек, да, а в будущем вы обязательно это откроете и будете пользоваться. Очень хорошие идут встречи, знакомства, связи. Здесь какие-то люди, знаете, вот высокого статуса, высокого ранга, влиятельные люди, богатые люди, люди, которые могут вашу жизнь поменять. Вот такие люди к вам идут в августе. То есть с этими людьми вы будете общаться, знакомиться, дела решать, да, вот какие-то вот коммуникации пойдут. Также я вижу, что люди, которые вас, ну, может быть, использовали, да, на шее у вас, на шее сидели, да, такие абьюзеры, они вот, ну, в разные стороны разбегаются. Произойдет, возможно, такая ситуация, что вы громко крикните и стукнете кулаком по столу, и этих людей просто разгоните. То есть вы как лошадка, да, вот как очень многие люди из вашего окружения, к сожалению, может быть, и близкие люди, которые пользуются вами, причем пользуются без зазрения совести. Вы все это понимаете, и вы, может быть, от своей доброй души, от милосердности все это принимали до какого-то времени. А тут вы прям уже, ну, как не выдержите, скажете, ну что ж такое, да, ну несправедливо же это все, да, хватит, хватит, прекратите. И вы каждому укажете на свое место, да, куда кому идти и чем кому заниматься. Раздадите, значит, всем программы. Прямо от себя даже не ожидая, что вы можете быть настолько, например, строгим человеком, либо требовательным, либо вот обладать такими командирскими качествами. Но это во благо, я вас уверяю, это во благо будет и вам, и тем, кто, извините меня, катался все это время на вашей шее. Пора уже им становиться самостоятельным и справляться без вас. На работе, вот кто работает, на работе то же самое. Почему-то вот я вижу, что там какое-то дело будет, работа какая-то будет, проект какой-то новый будет, либо люди начнут там по отпускам разбегаться, да, и все как будто бы будут на вас смотреть с такой надеждой, ну ты же меня заменишь, да, ну ты же за меня поработаешь, ну ты же за меня что-то сделаешь. Мои милые, не соглашайтесь, вы тоже человек, и вам тоже нужно в отпуск, и вам тоже нужно отдыхать, и вы это заслужили больше, чем другие. Так что не надо там никому идти на уступки, а свое не отпускайте. То есть вам нужно, вы идите, а они пусть попозже сходят, ничего с ними не случится. Так, для тех, у кого детки потребуют особого внимания, особенно детки маленькие, такие, знаете, вот лет до 10. Этим деткам нужно будет прям за ними глаз да глаз. Особенно открытые, ну я не знаю, тут окно либо дверь вышла, я не могу четко сказать, окно либо дверь. Будьте аккуратны. Если у вас нет защиты на окнах, а вы живете в многоквартирном доме на высоком этаже, да, то лучше примите какие-то прям меры к этому, да, потому что может из-за жары дети будут лазить по окнам, не дай бог, да, вот такое прям предупреждение идет. То же самое по дверям. Двери должны быть в дом закрыты, и чтобы ваш ребенок не имел возможности самостоятельно выйти в плане того, что, да, вы, например, там отлучились куда-нибудь, там на балкон белье повесили, либо там в ванну, да, извините, по своим нуждам, а ребенок раз туда-сюда на стулочку дверь открыл и побежал, чтобы такого не произошло, потому что дети вот почему-то шалят, какие-то капризы будут идти, ну как-то жара на них, возможно, будет действовать, погода, вот какие-то вот у них такие шальные идейки могут возникать. Так что за детьми глаз да глаз, мои дорогие. Еще я вижу, что вам нужно пить. Водичка вышла, водичка, причем водичка с нескольких сторон вышла, и вам нужна водичка. Вот как хотите, побольше пейте, душ принимайте, вот вам вот вода. Вода, если будет какая-то возможность отдохнуть возле водоема, будет просто идеально. Вода вас наполнит, вода вас почистит, и вода вас оздоровит. И, кстати, по здоровью. Вот у тех, у кого проблемы со здоровьем, постарайтесь почаще бывать где-нибудь на свежем воздухе, и вот прогулки. Прогулки очень нужны и
и очень важны. Так, мои милые, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.